своей книге он писал: «По бескрайнему океану жизни, под парусом любви, плывет мой корабль судьбы. Моя жизнь – это многосерийное кино детского солнечного счастья, юношеского оптимизма и зрелого философского осмысления. Я посмотрел лишь несколько серий, а впереди меня ждут новые удивительные события». Да, к сожалению, он не досмотрел новые серии своей жизни, не доделал многое, о чем мечтал, чем жил. А жил он сердцем и щедро дарил его окружающим. Он не был богатым человеком и не расталкивал локтями соперников по сцене, не кичился своими регалиями. Он был одарен щедрой душой и редким талантом любить и помогать людям. Что восхищало в нем всегда, это необыкновенная доброта даже к маленьким людям. Тогда в таком возрасте я никогда не видел ни разу, что Ринат на кого-то поднял руку, кого-то оскорбил. И уже тогда, будучи школьником, он отличался тем, что прекрасно пел. Ринат отличался необыкновенной добротой к людям. Такой человек, который всю жизнь отдавал людям, отдавал своей семье, отдавал, тем более, когда были живы родители, мама. Очень редкий дар Всевышнего, когда Бог наделяет, Аллах, в частности, да, наделяет таким качеством, он искренне радовался успехам других людей. Искренне, неподдельно. Пройдет много лет, но он занял достойное место, является представителем той эстрады, советской нашей песни, которая, я вам скажу, подвергалась жесточайшей цензуре, но это была в песне литературная основа, была мелодика, это были доступные песни, но не примитивные. И этого нельзя вычеркнуть, это всегда память будет сохраняться. Поэтому я желаю всем, кто знал Рината Ибрагимова, просто чтить это. Сегодня и, наверное, на все времена Ринат Ибрагимов – это один из лучших исполнителей нашей советской песни, зарубежной эстрады. Это человек, который навсегда вот со своим голосом, прекрасным тембром, бархатным баритоном, которого итальянцы назвали русским Паваротти, навсегда останется вот со мной, по крайней мере, и, видимо, со всеми с нами, кто сидит в этом зале. Все люди проживают жизни три. В утробе матери, на этом белом свете и в аду. И только светлые и чистые из нас познают радость рая.
народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов. Он мог исполнять абсолютно все. От эстрадных песен до сложных оперных партий. Он запомнился нам как выдающийся певец, художник, поэт, продюсер и общественный деятель. Он жил сердцем и без остатка дарил себя окружающим. И был одарен талантом любить, а еще редким талантом помогать людям. Уважаемые гости, добро пожаловать на вечер памяти, посвященный 75-летию Рената Ибрагимова. Наш вечер открыла татарская народная мелодия «Ой былбылым». Исполнил ее на флейте мультиинструменталист, композитор и аранжировщик Талгат Хасен. Бүгін біз шыннан да шын мәгънәсендә бөек артист, искиткеч кеше, әти, ир һәм шын дусны искә алырга җыелдык. Ренат Ислам улы үзенең кылган гамәлләрендә, җырлаган җырларында, музыкасында, үзенең балаларында һәм якыннарының хәтерендә яшәвен дәвам итә. Ул талантлы артист кына түгел, искиткеч сыйфатлар бәйләменә ия булган тирән рухлы кеше иде. Для объявления гостей на сцену приглашается председатель Татарской национально-культурной автономии города Москвы Фарид Фарисович Фарисов. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, кан кардәшләрем, милләттәшләр. Барыгызны чын күңелдән сәламлыйм. Айрыша безнең сөйкемле хатыннарыбызны. Сүз башлар алдыннан әлкән будыбызга алып рәхмәтем сезгә белдерәсем килә. Сез безгә яраткан илебездә, сез безгә туган ягыбызда, телесе кайсы вакытта хамуруда очрашу алу мөмкинлеге бирдегез. Шул ук вакытта бер-беребез белән иркән итеп, рәхәтләнеп туган татар телебездә сөйләшә дә алабыз. Ата-бабаларыбыз безгә бик кичле һәм нык нигез калдырган. Бу нигезне аяк астыларында тою зур бәхет минемчә. Здравствуйте, дорогие гости, дорогие соплеменники, москвичи и гости столицы. Мы сегодня начинаем творческий вечер, именно творческий вечер. Человек жив, пока о нем помнят, о Ренате Исламовиче Ибрагимове, чья жизнь пронеслась достойно нашей национальной идентичности. Он жил и показывал, как должен себя вести настоящий татарин. Он должен быть в первую очередь патриотом своей страны. И его лозунг был, что наши национальности едины, неразделимы, поэтому никогда не победимы. Я бы хотел начать наш вечер и вспомнить о тех людях, благодаря которым мы находимся в мирном состоянии. Мы должны поблагодарить их, потому что они находятся на переднем крае, потому что они мобилизованы, и мы, как говорит Акчурин Расим Сулейманович, должны быть сами все мобилизованы, даже если находимся на непередовой. Прошу вас помянуть всех наших защитников наших Родины минутой молчания. Большое спасибо. Наш вечер должен открывать достойный человек, достойный нашей нации, пример для молодежи, пример для всех нас, благодаря которому мы находимся в этом зале, благодаря которому мы проводим самые лучшие мероприятия в Москве, благодаря которому мы все можем
находиться в хорошем душевном состоянии, благодаря которому у нас есть свет, у нас есть вода, у нас есть свобода. Он до сих пор, этот год был годом Расима Сулеймановича Акчурина, 90-летие, которому мы во всех мероприятиях отмечали. Он является почетным председателем культурно-национальной автономии и до сих пор находится в строю. Он каждый день ездит на работу, каждый день занимается самым нужным для молодежи образованием, патриотическое воспитание молодежи. Для открытия нашего вечера приглашается Акчурин Расим Сулейманович. Юпитеры светят, зал я не вижу. Дорогие друзья, и саммесіз хурматлы дуслар. Здравствуйте, товарищи дорогие. Нет слов. Завтра все население России будет отмечать день рождения великого певца, нашей национальной гордости Рената Исламовича Ибрагимова. Это великий был певец. Он не только певец. Сказать, что он певец только, это ничего не сказать о нем. Это композитор, это артист, это человек, который ставил фильмы. Он создавал целый комплект концертов на благо нашей татарской нации, на благо нашей российского народа. И я должен сказать, что мне часто встречался я с Ренатом Исламовичем. Это был очень интересный человек. И то, что он оставил глубокий след в татарской культуре, в исполнении эстрадных песен, это не вызывает никакого сомнения. Ни у кого. Это советский певец был. Наверное, правильно будет так сказать, потому что любили все народы Советского Союза его, как только он вышел на эстраду. И мы сегодня, отмечая Рената Исламовича, говорим о том, что пусть там он спокойно, если он смотрит сверху на нас, пусть спокойно находится. Память о нем будет жить вечно в наших сердцах. Это, наверное, главное. И думается, что сегодняшний вечер, который открывает национальная культурная автономия татар города Москвы, это начало той огромной работы, посвященной памяти великого татарского певца. На сцену приглашается заместитель муфтия шейха Равиля Гайнуддина, муфтий Подмосковья, заместитель председателя культурно-национальной автономии татар города Москвы Абясов Рушан. Хазрат.
Сезне чын күңелдән Аллаһ Тәгаләгә иң якын булган ислам сәламе белән сәламлим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Һәм дә әлбәттә бүгенге кичәгә без җыелдык. Безнең хөрмәтле булган Ринат әфәнде, Ринат Хаджи, Ринат Ислам улы искә төшереп, аның өчен дугалар кылып, Аллаһ Тәгалә бу дөньядагы кылган барча изгелекләрен, кылган намазларын, кылган хаҗын, умралар сәфәрләрен һәм кылган барча изгелекләрен Аллаһ Тәгалә үзе кабуллардан әйләп, ахирәттә урынын җәннәттә кылса дип изге теләкләрдә, дугаларда да булык, хөрмәтле дин карашларым. Дорогие друзья, вдова, родные и близкие, сегодня все мы вспоминаем нашего дорогого, уважаемого нами Рината Исламовича, которого мы знаем очень хорошо, который любил приходить в нашу Московскую соборную мечеть, который любил общаться с нашим уважаемым муфтием, шейхом Равиль Хазратом Гайнуддином, и который не только, сохраняя наши традиции, национальные обычаи, смог также и очень близко приблизиться к исламу. И вот сегодня, я вспоминал те встречи, которые они проводили с Равиль Хазратом, говорили о многом, о духовном, о жизни, безусловно, но и, конечно же, о важности сохранения духовных наших религиозных ценностей. И он на своем личном примере показывал всем молодежи, своим поклонникам, своим родным и близким, что он чтит все наши религиозные традиции. И в 2009 году, как только что Светлана Ханум мне подсказала, он совершил хадж. А хадж — это на самом деле очень большое осмысление в жизни, когда человек находится в этих святых местах и потом трижды совершал малое паломничество, умру. И, конечно, вот то, что он в последнее время практиковал все наши обычаи, традиции, духовные традиции, обычаи, это показывало еще как и такого религиозного человека. И это на самом деле очень и очень важно. И этот год, как вы знаете, мы отмечаем важную дату, 1000-столетие принятия ислама народом Волжской Булгарии. И нам посчастливилось вместе с ним в январе, феврале этого года вместе в городе Щелково провести очень важные торжества. Он там прекрасно, как всегда, выступал, делился своим творчеством. И, конечно, он всегда отзывался на все наши мероприятия. Он всегда с большим удовольствием приезжал и в шатер Рамадана, и на наши крупные международные мероприятия, такие как вот сегодня проходит в Московской соборной мечети 20-й Московский международный конкурс чтцов Корана, где сегодня 25 лучших голосов чтцов со всего мира, арабо-исламского мира, приехали к нам. И он любил посещать такие мероприятия, насколько я помню, всегда приходил, участвовал в культурно-просветительской программе на наших мероприятиях. Конечно, нам его сегодня не хватает. Но, как было уже правильно отмечено, человек живет, пока живет о нем память. И, безусловно, наша память будет всегда с ним. Мне посчастливилось еще, когда на одном из концертов в Кремлевском дворце мои родители повели меня на концерт. Мне было, я не помню, наверное, 5, 6, 7 лет. И я вышел на сцену, подарил цветы. И вот такая любовь к Ринату Исламовичу, она вот с того времени живет во мне и, безусловно, будет жить. И мы всегда будем его вспоминать в своих добрых молитвах. А для тех, кто покинул этот бренный мир, вы сами знаете, очень важно, чтобы мы всегда почитали их нашими молитвами, нашими дуа, чем мы и будем заниматься. И сегодня я сейчас вынужден буду вернуться обратно в соборную мечеть, после того, как закончится наш конкурс чтцов Корана. Вместе с нашими знатоками Корана мы почитаем дуа. И как Фарид Фарисович сегодня уже отметил, среди нас очень важный почетный гость. Это главный имам мечети пророка. Это вторая наша святыня по значимости после Мекки. И он сегодня возглавляет
жюри, международное жюри нашего конкурса, мы, иншаллах, вместе сделаем коллективное дуга в память о нашем дорогом друге и старшем брате Ренате Исламовиче. Изге дугаларда булык, хөрмәтле дин карашырым, безнең Ренат абының Аллаһ Тәала рухын шат әйләсен, ахирәттә урыны джәннәттә булсын. Зур рәхмәт игътибарыгызга. Департамент национальной политики, межнациональных связей города Москвы Мищенко Валерий Михайлович. Добрый вечер, уважаемые друзья. Разрешите от лица правительства Москвы, Департамента национальной политики города Москвы поприветствовать сегодняшнем мероприятии всех вас и огласить приветственный адрес заместителя мэра Москвы правительства Москвы Александра Николаевича Горбенко. Дорогие друзья, приветствую вас на вечере памяти, посвященном 75-летию народного артиста РСФСР Рената Исламовича Ибрагимова. Москвичи разных поколений хорошо знают и любят творчество этого талантливого и яркого исполнителя, дорожат его памятью. Ренат Ибрагимов был исполнителем многих популярных песен, в том числе известной песни о городе Москве с названием «Лучший город Земли», с которой он выступал на многих масштабных мероприятиях. Творчество Рената Ибрагимова и его участие в жизни национальной общественности столицы всегда являлись значимыми, оказывали позитивное влияние на популяризацию всей российской культуры, воспитание патриотизма в молодежи. Память о Ренате Исламовиче остается в наших сердцах. Желаю всем участникам и гостям сегодняшнего вечера памяти крепкого здоровья, мира и благополучия. Всем хорошего вечера. Спасибо. Большое-большое спасибо Виталию Ивановичу Сучкову, пожалуйста. Мы должны упоминать эти имена, благодаря которым у нас все получается и все хорошо в национальной культурной автономии и в нашем татарском культурном центре. Сегодня вы услышали, увидели даже тех людей, благодаря которым у нас идет процветание татарского культурного центра. Это Акчурин Расим Сулейманович, это муфти шейх Равиль Гайнуддин. Департамент Москвы выступил, но мы сегодня не озвучили одного человека. Я не буду называть его должность, я просто назову его фамилию. И благодаря этому человеку у нас тоже идет поступательный рост. Это Равиль Калимулович Ахмедшин. Я хочу, чтобы мы все его поприветствовали. Это видео снимается. Я обязательно перешлю ему, потому что он очень интересовался, как будет мероприятие, очень сожалел, что не может попасть. Он сейчас находится в военном госпитале. Не открою большого секрета, если скажу, что в последнее время он очень часто бывает на Донбассе. И я знаю это не от него. Я знаю от тех бойцов, которые находятся на передовой, как они благодарны тому, что он привозит. Он не привозит ширпотреб, он привозит именно то, что нужно не просто бойцам, а бойцам спецназа. Большое спасибо полномочному представительству Татарстана в Москве, который способствовал тому, чтобы у нас было и тепло, и светло. Я передаю слово нашему ведущему. Большое спасибо, Фарид Фарисович. Сегодня в этом зале собрались те, кто был по-настоящему близок с Ренатом Исламовичем. Те, кто хорошо его знали, кто с ним дружил, те, кто с ним работал, творили, смеялись и искренне любили. Со сцены Татарского культурного центра сегодня прозвучат песни из репертуара Рената Исламовича, а также воспоминания друзей и коллег о его яркой и красивой и интересной жизни. Среди почетных гостей сегодня в зале присутствуют писатель, сценарист, драматург, лауреат литературных, театральных и телевизионных премий, академик Международной академии театра Людмила Шевцова, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России, ведущая артистка Цыганского театра «Ромен» Ирен Морозова, главный врач
клиники Dental Club 32, профессор, доктор медицинских наук, личный врач многих известных людей Геннадий Львович Сорокаумов. А также президент Международной общественной ассоциации благотворительных фондов «Мама», член Общественной палаты Российской Федерации, близкий друг, заслуженный работник культуры России Раис Радиусович Атнагулов. Ваши аплодисменты. Уважаемые гости, в 1975 году Ринат Исламович победил в конкурсе «Красная гвоздика» и на долгие годы стал звездой советской эстрады первой величины. Наш вечер памяти открывает та самая песня, которая стала визитной карточкой нашего артиста. Песня «Наш город» в исполнении близкого друга, заслуженного артиста России и Республики Татарстан Владимира Кудашева. Осень и зима и лето, и мы с тобой благодарим за это. Весну, в которой было столько света, что рассказать не хватит слов. Она пришла, когда нам было трудно, и зазвенело соловьями утро. Она навек нам подарила чудо, такое чудо, как любовь. Мне хорошо с тобой, идти всегда везде одной тропой, и снегопад, и дождик проливной, и на свете все и неудачи, и удачи, счастлив тот, кто это чудо из чудес живет, кто может, став уже давно седым, остаться вечно молодым. Который вечно и красив, и молод, и оттого ли он еще нам дорог, что здесь мы встретились с тобой. Пусть будет он всегда, как солнце светил, пусть в нем всегда растут сады и дети, пусть каждый здесь однажды в жизни встретит весну, как лучший праздник свой. Мне хорошо с тобой, всегда везде одной тропой, и снегопад, и дождик проливной, и на свете все и неудачи, и удачи, счастлив тот, кто это чудо из чудес живет, кто может, став уже давно седым, остаться вечно молодым. Здесь однажды в жизни встретит весну, как лучший праздник свой. Мне хорошо с тобой, идти всегда везде одной тропой, и снегопад, и дождик проливной, и на свете все и неудачи, и удачи, счастлив тот, кто это чудо из чудес живет, став уже давно седым, остаться вечно молодым. Спасибо большое. Позвольте два слова сказать про Рината. Я родился в Казани, вырос в Казани. В Казани существует театр оперы и балета имени Муса Джалиля. Но когда рассказывают про театр имени Муса Джалиля, все говорят, это оперный театр, в котором пел Ринат Ибрагимов. Я фанат Рината Ибрагимова. Вот. Я хочу сказать, что это
Это король тембра. Я такого тембра никогда ни у кого не слышал. Потрясающий. Это наша гордость, это наше достояние, Ринат. И говорят, человек живет столько, сколько о нем помнят люди. Ринат будет жить вечно. Большое спасибо, Владимир Кудашев. Барбызда белгәнчә, Ринат Исламулла Казан консерваториясын тәмамлаган һәм классик белемгә ия булган кеше. Әле студент елларында ук аның тавышына укытучылары да, сабакташлары да сыклана торган булганнар. Татар дәүләт опера һәм балет академия театрында князь Игорь, Кармен, Фауст, Евгений Онегин һәм Пиковая дама оперларында төп партияларны башкарган. Шулай ук аның репертуарында Фуникуля исемле неаполитан җыры кергән. Әлеге җырны бүген сезгә Зур театрының солисты Марат Гали башкарачак. Рояль артында пианист, композитор Миләүшә Хәйруллина. Каршы алыгыз. Бигзю рахмет сезгә. Я хотел бы поделиться своими воспоминаниями из раннего детства и недавними воспоминаниями. Понятно, что мы все родом из Советского Союза, и я вспоминаю, как, наверное, большая часть женщин Советского Союза была влюблена в творчество и в личность Рината Исламовича, потому что, как сказал Владимир Кудашев, такого тембра еще поискать нужно, потому что такого тембра практически не было. Богатства, насыщенности, чувственности и уникальности тембра не было на российской эстраде. Может быть, единицы, конечно. И возвращаясь к своим воспоминаниям годовалой давности, я хотел сказать, что мне страшно повезло, что ровно год назад, в ноябре, вместе с Ринатом Исламовичем и с делегацией полпредства Татарстана мы были в Сирии с гуманитарной поездкой и давали концерты в Тартусе и в Мимиме на 2 базах. И мне повезло вот эти неполных 2 дня близко пообщаться с Ринатом Исламовичем. И он
щедро, от всей души делился секретами мастерства, потому что не везде всегда бывает хорошая аппаратура. Он говорил, ты знаешь, где-то помягче в микрофон петь, где-то подальше отойти, где-то поближе. И я говорю, ну как вот у вас тембр, ну он не изменился, он звучит просто народ. Вы знаете, вот как ребята военные, они просто завороженно следили, смотрели, и все вот моментально реагировали. То есть умение создать вот эту теплую атмосферу концертную, сразу почувствовать энергетику зала, это дается просто свыше, наверное. Поэтому... И, конечно, очень наиболее ценное, может быть, для меня то, что вот, мы ночевали вот в гостинице в одной комнате, там 5 кроватей, наши ребята, артисты, и даже фотографии есть. И он предложил мне, он был очень глубоко верующим человеком, и он ночной и утренний намаз предложил мне совершить. И вот представьте, вот это небо Сирии, пальмы, военная часть, вот балкон такой, это просто какая-то сказка. И я почувствовал такую невероятнейшую духовную силу и энергетику, которая от него исходила. Знаете, она зашкаливала. И вот это мне на всю жизнь впечатление, и на всю жизнь я понимаю, как человек жил музыкой, все время в творчестве, все время, хотя столько всяких жизненных и организационных проблем было, да, но вот это вот он пронес до конца, и он делился на своем телефоне, показывал свои новые эксперименты, то есть в стиле неоклассика, когда, предположим, Аль-Фатиху он добавлял в развернутое музыкальное произведение, то есть и он с таким чувством пел эту молитву, и другие молитвы пел, и понимаете, это невероятно что-то. Я думаю, что, конечно, эти записи нужно издать, и обязательно это должны услышать поколения следующие, и мы должны это услышать. Поэтому я просто безмерно благодарен Ринату Исламовичу, и его память, и его творчество будет в веках. Спасибо. Большое спасибо. Марат Гали, Милевша Хайруллина. Ну а сейчас просим обратить ваше внимание на экран. Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов. И давайте еще раз поблагодарим Марата Гали за то, что он поделился этими архивными кадрами. И сегодня у нас есть возможность продемонстрировать каждому из вас. Ринат Исламович первым из уроженцев Татарстана обрел всесоюзную известность, всесоюзную популярность. Но он никогда не забывал про родной Татарстан, про родную татарскую землю. Его называли татарским соловьем и русским Паваротти. Он был интернациональным артистом. Он пел на 5 языках. Своим примером и творчеством он вдохновлял и прославлял татарский народ. В связи с этим он был единственным артистом, который, миновав звание заслуженного, получил звание народного артиста РСФСР. А все потому, что в любое дело он вкладывал одно из самых важных чувств – любовь. Любовь, которую ему дарили семья и близкие люди. Уважаемые дамы и господа, на сцене российский и советский поп-певец, композитор Александр Айвазов. Как много лет во мне любовь спала. Мне это слово ни о чем не говорило. Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась и глаза свои открыла.
Теперь пою не я, любовь поет. И эта песня в мире эхом отдается. Любовь настала так, как утро настает. Она одна во мне и плачет, и смеется. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. Распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. Как много лет во мне любовь спала. Мне это слово ни о чем не говорило. Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась и глаза свои открыла. Большое спасибо. Ваши овации, Александр Айвазов. Очень эмоционально и очень нежно. Вы знаете, мы сегодня говорили про наших уважаемых гостей, и среди наших гостей сегодня здесь также присутствует Геннадий Львович Сорокаумов, и у него есть прекрасное стихотворение про Рената Исламовича. Поэтому, с вашего позволения, просьба внести микрофон в зал. Уважаемые гости, под эти бурные овации. Прошу вас. Спасибо. Дорогая Светочка, дорогие друзья, позвольте мне прежде всего выполнить очень ответственное поручение и передать близким Рената и всем присутствующим сегодня в этом прекрасном зале поклон от Сергея Вадимовича Степашина, председателя Императорского православно-палестинского общества. Спасибо. Ну вот я прочитаю небольшое стихотворение, которое Ренату нравилось. Ренат и в детстве дивно пел, по-русски пел и по-татарски, прекрасным голосом успел Россию всю воспеть по-братски. Ему подвластен весь вокал, романсы, опера, эстрада, а он историю познал Москвы, Казани, Сталинграда. В душе артиста до конца молитва старого солдата, отвага воина отца и голос, и любовь Рената. Но песни — это Божий дар, как будто звуки теплоходов, и в них про жизнь родных булгар и дружба, и любовь народов. Спасибо. Большое вам спасибо.
В жизни Рената Исламовича особое место имела Италия. И вошла она в его жизнь совершенно нестандартным образом. Она сопровождала его на протяжении всего его творческого пути. В середине 70-х первый секретарь татарского обкома КПСС Фикрят Табиев предложил Ренату Исламовичу пройти стажировку в знаменитом итальянском театре Ла Скала. Но Ренат Исламович отказался под предлогом того, что он хочет работать, хочет выступать, петь для российского, для советского народа, что он хочет делать это на родине, у себя в театре, а также на эстраде. Но спустя годы все-таки Италия так или иначе попала в его жизнь. Это случилось с уникальным кинопроектом «Итальянский контракт», который снимался на Мосфильме, и где Ренат Ибрагимов выступил продюсером и исполнителем главной роли. И сейчас мы предлагаем взглянуть на небольшой отрывок из этого фильма. Все мечтал когда-нибудь спеть «О соле миа» под небом Италии. И вот. Эх, увидеть бы когда-нибудь, какая она Италия. Италия? О, Италия! Это прекрасная страна. Смотри, выходишь ты рано утром на лужок пасти овечек. О, мамма мия! Фантастика! Эй, парень, не слушай ты эту деревенщину. Он понятия не имеет, что такое Италия. Италия — это море. Вот когда тебя качает лазурная волна Тиренского залива, и ты плывешь... Не слушай их, парень. Эти ослы не знают, что такое настоящая Италия. Италия. Это когда... Допустим, ночью ты идешь брать банк.
Режиссер фильма Владимир Чеботарев. И сегодня в нашем зале присутствует его супруга, которая была постановщиком многих сцен фильма, Альфия Мансуровна Чеботарева. И с вашего позволения мы вновь вносим микрофон в зал для того, чтобы поприветствовать нашу очаровательную гостью. Да, Владислав, во-первых, Чеботарев. Владимир Чеботарев — это другой режиссер. У Владислава Чеботарева это должна была быть дебютная картина. Мы тогда жили в Казани и маялись в поисках денег, потому что был написан сценарий для Альберта Асадуллина, рок-мюзикла. Долго маялись, это был конец 80-х, тяжелое время. И тут нас нашел Ренат Ибрагимов, познакомился с нами и сказал: ребята, напишите мне сценарий, деньги я найду. И сказал это так твердо и уверенно, что мы в это поверили. Был написан сценарий, деньги нашлись, и вот появилась такая музыкальная комедия, яркая, как обложка глянцевого журнала в те годы, когда, помните, кто помнит, чернухи одни снимались, на экраны выходили. В 91 году этот фильм вышел на широкий экран. Поскольку мне сказали здесь тайминг, и все надо очень коротко, я очень надеюсь, что будет отдельный вечер, посвященный этому фильму, когда мы все встретимся с актерами. Ольга Кабо передавала всем огромный привет, прислала видео, ну вот поздно, к сожалению. Пригласим Ольгу Кабо, Сергея Газарова, он снялся тоже в этой картине. Пригласим Эвелину Блёданс, подгадаем их графики. Конечно, это была первая главная роль в кино Рената Ибрагимова, и он очень многому учился. И, слава богу, было у кого учиться. Такие великие актеры были заняты в этом фильме. Вот это вот была наша первая встреча в Казани, наше знакомство. Мне очень дорого, особенно вот этот сюжет, музыкальные номера для фильма я придумывала, все и рекламные тоже, потому что мы с Ренатом искали деньги вместе. Это было тяжелое время. Нам отдавали товар, Ренат его реализовал, и вот эти деньги шли на производство фильма. Снимали и в России, и в Италии, что на тот момент было тоже непросто. И вспоминается последняя встреча, когда мы закрывали Нуриевский сезон, и в марте этого года здесь, вот в этом зале, наверное, это было последнее его выступление. Ренат Исламович принял участие в этом закрытии. Он исполнил здесь несколько музыкальных номеров, покорил нашу итальянскую гостью, которая принимала участие, Лизу Сатилис. И потом в мае, как гром среди ясного неба, вот это известие печальное, просто не верится до сих пор, что его уже нет с нами, потому что на самом взлете, я считаю, человек прекратил свое существование. Но, Ренат, дорогой, ты всегда в моем сердце, в нашем сердце. И спасибо судьбе огромное, что удалось, было огромным счастьем знать тебя, дружить с тобой и работать с тобой. Дорогой наш Ренат. Большое спасибо, Альфия Мансуровна. Ренат Исламулы матурлыкны, шын талантны бәяли белә иде. Безнең чираттагы кунагыбыз да бу ике сыйфат та бар. Әлбәттә, аларны Ренат Исламулының тәҗрибәле карашы урап үтмәгән. Алар бергә хезмәттәшлек иткәннәр, дуэтлар җырлаганнар һәм һичшиксез гаилә дуслары булганнар. Беренче шоу «Голосның» катнашучысы, джаз һәм популяр музыкаларны башкаручы Мари Карне. Каршы алыгыз. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare.
guarda che luna, guarda che mare, ma guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te vorrei morire, perché son solo ricordare e vorrei poterti dire guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare. Спасибо. Вы знаете, я очень счастливый человек, ведь в моей жизни был потрясающий наставник, друг. Вся его семья — это мои близкие люди. Я счастлива, что Бог мне сделал такой подарок. Быть другом, быть коллегой Рената Ибрагимова. Светлая память. Большое спасибо. Мари Карне. Также в этом зале сегодня с нами присутствуют близкие друзья, а также народные артисты России Сергей и Николай Радченко. Просьба внести микрофон в зал для того, чтобы вновь услышать приятные слова. Спасибо. Мы не только коллеги и друзья Рената. Нас объединяло самое главное. Это любовь к малой родине, это раз. Любовь к родителям. Два. Порядочность необыкновенная. Три. Это так редко сейчас в Москве среди артистов. И поэтому, пользуясь случаем, давай, Коля. Можно музыку убрать? Музыку уберите, пожалуйста. Вообще фон уберите. О, Боже, Боже, правый, какая здесь безбрежность, как мирно дремлют травы. Какая в сердце нежность, шагаю по дорожке, в руке краюха хлеба, роняя на земь крошки, гляжу в седое небо. Шагаю по дорожке, в руке краюха хлеба, роняя на земь крошки, гляжу в седое небо. О, Боже, Боже, правый, тебе ведь путь не ближний. Живу не ради славы, а ради вечной жизни. Мне этот мир награда, святое наваждение. Неважно смерти дата, важнее миг рождения. Мне этот мир награда, святое наваждение. Неважно смерти дата, важнее миг рождения. О, Боже, Боже, правый,
я здесь. Безбрежно. Светлая память Ренату. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Большая эстрада, множество прекрасных песен, которые давно полюбились публикой. Длинный творческий путь как певца, режиссера, продюсера, актера подарили ему таких же ярких друзей и коллег по цеху. Это была эпоха артистов, которые умели вести диалог от сердца к сердцу. Среди них талантливый современник, народный артист России, советник главы администрации президента Кабардино-Балкарской республики в Москве Заур Тутов. Приветствую. Приветствую вас, уважаемые товарищи, дорогие друзья. Прежде всего хочу еще раз выразить слова искреннего соболезнования близким и родным Рената Исламовича, конечно же, Светлане. Светлана, вам доброго здоровья, держаться и всегда, чтобы у вас хватило и хватало бы вот этого мужества, хотя к женщине слово не подходит, в этом непростом мире, чтобы вы успели поднять ваших милых, прекрасных детишек, чтобы они стали настоящими гражданами нашей огромной многонациональной страны. Дорогие друзья, я хочу сказать несколько слов о Ренате Исламовиче. Дело в том, что мы с ним познакомились аж в 1973 году. Аж страшно сказать, сколько лет прошло. И после демобилизации из советской армии, где я служил на острове Сахалин, меня направили на всесоюзный конкурс исполнителей советской песни в городе Минске. Ну, тогда, как вы знаете, через обком комсомола направлялись из каждой республики, из каждого субъекта на подобные конкурсы. И на этом конкурсе мы познакомились, и оба мы попали в число победителей в тройку на всесоюзном конкурсе, и очень серьезный был конкурс. И с тех пор мы с Ренатом всегда сохраняли очень теплые, дружеские взаимоотношения. Вы знаете, артисты, как и все люди, они разные, но я никогда не видел Рената каким-то мрачным, каким-то даже немножко обозленным иногда бывают, да, люди сцены по разным причинам. Всегда он солнечный был человек, всегда улыбающийся, всегда желающий только хорошего окружающим людям. Поэтому мне кажется, если на небесах что-то хорошее есть, он обязательно попадет в рай, и мы его будем всегда помнить, сколько живы. Его многогранный талант, конечно, проявился, я считаю, в полной мере. Каким он был прекрасным певцом и артистом, конечно, объяснять не надо. Миллионы советских людей его знали, знают и будут знать. И его физический уход не означает, что он ушел от нас. Эти многочисленные записи, которые остались, аудио, видео, в каждой записи и живет его частица души, а значит, его душа живет на земле вместе с нами. И
хочу спеть сейчас, дорогие друзья. Секундочку, подождите, пожалуйста. И сейчас хочу спеть великую песню наших друзей с Ринатом Исламовичем, композитора Александры Пахмутовой на стихи Николая Николаевича Добронравова. А называется она «Как молоды мы были». Это настолько великая, что ее поют все, у кого есть возможность спеть нормально, хорошо, и у кого нет. Это говорит о чем? О том, что она всенародна, любимая, классика наша отечественная песенная. Итак, как молоды мы были. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе. Не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, и одно лишь умели понять, чтоб тебя на земле не теряли. Постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. В небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные
глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Как молоды мы были. Заур Тутов, большое спасибо. Браво. Коръәндә болай диелгән. Ир кеше әле 40 яшькә кадәр бала гына. Һәм шуңа да Ринат Ислам улы нәкъ шушы яшьтә чынлап торып үзен бәлик булган дип санаган. Һәм хынага якынайган. Ул болай дигән. Чынлап та 40-ка кадәр бер тормыш булса, 40-тан соң бар нәрсәне яңа баштан күзаллау килә. Ринат Ибрагимовның тормышны яңаша күзаллавына дәлил. Аның 70 яшенә чыккан Мәскәү соборлы мәчете турында булган «Перерождение» дип аталган документаль фильм. Ул анда бер юлы герой да һәм алып баручы сыйфатында чыгыш ясый. Бүген залда фильмның режиссерлары Фәрит Фарисов һәм Арыслан Ганиев. Әйдәгез, бергәләп әлеге фильмның изекләренә карыйк әле. Рәхим итегез. Каждый приходит к истине своим путем и понимает, что истинно верующий человек – это тот, кто много стесняется, кто делает много добра, правдив, мало говорит, много делает, много благодарит, не завистлив, не высокомерен, не лицемерит, не бывает жадным и понимает. Гордыня ниспослана человеку для того, чтобы лишить человека разума. И тогда понимаешь, Бог един, путь и вера могут быть разными. За 111 лет эта мечеть считается первой в стране, одна из немногих, которая не закрывалась ни на один день со дня открытия. Ни революция, ни атеизм, ни исламофобия не смогли разрушить вечное. Мечеть выстояла. Именно здесь произошло мое перерождение, и именно здесь я наблюдал перерождение одного из главных храмов России – мечети. Мечети на Выползовом переулке. Именно муфтий шейх Равиль Гайнуддин своей лучшей проповедью, своим образом, своим видением жизни переродил мою жизнь. Я ощущаю, как вместе со мной перерождалась и переродилась соборная мечеть на Выползовом переулке. Вместе со мной это ощутили мусульмане России, СНГ и всего мира. Два последних года Ринат Исламович плотно работал над новым прочтением классической музыки. Он стремился, чтобы известные классические произведения, выдержанные призмой времени, звучали по-новому. Он говорил, что это как зайти в старый пыльный музей, стряхнуть пыль, открыть окна, впустить свежий воздух. И он хотел, чтобы этот воздух наполнял этот дом музыки. Осознание божественности бытия искало выражение в музыке. Желание создать что-то высокодуховное, глубокое, способное лечить сердце, не покидало Рината Исламовича. На этом пути его поддержал друг и соратник Семен Сон. Российский пианист и композитор, профессор Барселонской академии музыки. И прямо сейчас он исполнит лунную сонату Людвига ван Бетховена, которую Ринат Исламович пел, выражая через необыкновенный текст всю глубину любви к Всевышнему. Семен Сон, лунная соната
посвящается Ринату Ибрагимову. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Семенсон, большое спасибо. Уважаемые гости, я также вновь прошу внести микрофон в зал, поскольку сегодня в этом зале с нами находится также близкий друг Раис Радиусович Атнагулов. Мы просим вас поприветствовать буквально. Дорогие друзья, братья и сестры, здесь много уже говорилось очень трогательных слов в отношении Рината. Я глубоко убежден,
что его душа здесь сегодня, вместе с нами. На самом деле, кто такой человек? Человек – это душа, согласитесь? Ушел Ренат, но он в нашей душе, это великая душа была. Он особенно любил матерей. И вот последнее время он был председателем попечительского совета нашего общероссийского благотворительного фонда «Мама». Мы с ним познакомились почти 30 лет назад, в 1995 году. И я вот вспоминаю такое трогательное выступление на форуме матерей в 2007 году в Подмосковье, в Красногорске. Толкунова пел первое отделение, а он во втором отделении. А потом они вместе с Толкуновой исполнили 3 песни. И он часто вспоминал свою маму. И у него была мечта к 75-летию написать гимн матерям всего мира. Он говорит, все-таки рай-то находится под ногами матерей, представляете? И он всегда говорил, мне знаешь, как повезло, тебе тоже нужно такую же Светлану. Я живу в раю. Я живу в раю, у меня маленькие дети, у меня Бабай есть, у меня есть Абика, хотя Бабай и Абики на 10 лет моложе были они, но он, как и дети, называл их Абика и Бабай. Благодаря им я, говорит, живу. И я еще, он готов был еще 100 лет жить, до столетия жить. Вот он такую планку ставил. Но, как говорится, у Аллаха свои, наверное, планы, да, и ему, Аллаху тоже нужны такие люди, наверное, как он. Он выполнил свою жизненную миссию, и сегодня мы присутствуем на таком великом, можно сказать, событии, посвященном 75-летию. Он последние годы очень активно сотрудничал со Всемирным духовным университетом. Всемирный духовный университет в 150 странах мира. Он там давал концерты. И вот завтра, в день его рождения, будет очень уникальный вечер великого Рената. И он будет транслироваться на 50 городов СНГ. Это уникальная программа. Я вас от всей души приглашаю, кому нужны пригласительные, готов дать вам. Так что, вот как здесь было сказано, он не только татарский певец, не только русский певец, российский певец, он певец вселенной. Хранит Аллах семью Светланы, семью Рената, чтобы дети выросли, чтобы султан, говорят, султан будет петь еще, да, его сын, вот, чтобы у них все было хорошо, хранит их Аллах. Большое спасибо, Раис Радиусович. Ваши овации. Спасибо. Ренат Исламулы татар халкының лайыклы улы иде. Шуңа да аның репертуарында һәрвакыт моңлы татар халык җырлары урын алып торды. Ана телен белү бик мөһим, чөнки телдә мәгълүмат ята. Аның нигезендә без үткән һәм киләчәк белән бәйләнештә яшибез. Ул татар моңы нигезендә сагышны аңлата. Шуңа да җырда тиешле тирән мәгънә ята. Шулай ук ул бердәмлегебезне, милләтне, мәдәниятебезне саклауга ярдәм итә. Иман белән берлектә кабатланмас музыка тудыра. Ренат Исламулы соңгы 22 елда Хәсәновлар гаиләсе белән дус булып хезмәттәшлек иткәннәр. Якын дуслары, хезмәттәшләре халкыбызның умырзая җырын башкаралар. Хәсәновлар гаиләсе Гөлчәчәк Галямова, Тәлгат Хәсәнов. Көчле алкышларыгыз. Umurza yaşa
şekerler benim şayalıp yok minul mesidem umar zaya kebek umar zaya kebek yok minul mesidem umar zaya kebek umar zaya kebek Талгат Хасенов, Гульчачак Галямова. Очень не хватает Рената Исламовича, светлая ему память. Благодарим за каждый день, который нам был дан, работать с этим человеком, учиться у него. И еще много-много, слава Богу, есть записи, есть учиться. Светлая память Рената Исламовича. Большое спасибо. Еще одна очень важная тема для Рената Исламовича была военная песня. Благодаря его чувственности, душевности, артистизму и, безусловно, бархатному баритону, эта музыка проникала глубоко в сердца слушателей. И это неспроста, ведь его детство было пронизано этими воспоминаниями. Воспоминаниями отца, который пришел с фронта, который вспоминал военные песни, напевал их мелодии, а Ренат Исламович, будучи ребенком, запоминал. И даже с репертуаром военных лет он поступал в музыкальную школу, чем немало удивил преподавательский состав. Таким образом, военная музыка прошла через всю его жизнь. С композицией послевоенных лет про огромную любовь к жизни выступит заслуженный артист России Феликс Царикати. Тебя жизнь, я люблю тебя снова и снова. Годы окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя жить и хочу, чтобы лучше ты стала. И не молодо, но жизнь земли равнина морская. Известно давно бескорыстная дружба мужская, но не каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое, но не каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое. Как поют соловьи, полмра поцелуй на рассвете, и вершина любви — это чудо великое, дети. Но мы с ними пройдем без свою юность, вокзалы, причалы, будут внуки потом. Все опять повторится сначала. Будут внуки потом.
повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая. Как ликуй и вершись в трудных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Как ликуй и вершись в трудных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Спасибо, спасибо. Вы знаете, мы очень дружили с Ренатом. Я мусульманин, я как приходил, все время мы с ним говорили: Феликс, тебе надо делать намаз, тебе надо держать уразу. Я говорю: Ренатик, родной мой, пить хочу, не могу, когда вот пою, у меня сухость в горле. Он говорит: к этому ты привыкнешь, к этому ты придешь. И вот, когда он готовился к 70-летию, к своему, к юбилею, он мне позвонил, говорит: надо нам записать с тобой одну хорошую песню. Я говорю: конечно. Я приехал к нему на студию, стол. Он говорит: это все с моего огорода, это все халяльное, и яйца, и птица, все. Все было вкусно, все было замечательно. И вдруг настало время намаза. А у него на студии была комната, где он делал намаз. Ты мусульманин, да. Феликс, пойдем со мной. Я тебя научу делать намаз. И я первый раз в жизни делал намаз с моим дорогим, безумно любящим, очень Ренатиком. И огромное ему спасибо за это. Я бросил пить, я бросил курить, пытаюсь намаз делать. Я уразу держать пытаюсь как могу. Вот, так что огромное ему спасибо. Незабываемый, дорогой Ренат. Спасибо, что ты у нас был, есть и будешь всегда в наших сердцах. Спасибо. Да, он мне еще подарил рубашку, которую я храню до сих пор с огромным почетом. Спасибо большое. Вечная память нашему другу. Он в сердцах с нами. Салам алейкум. Большое спасибо, Феликс Царикати. Друзьям и близким Рената Исламовича известно, что он был человеком с утонченным чувством юмора. И его словесные каламбуры вошли в книги и остались в личных видеоархивах близких людей. В улыбке благо. И мы сейчас предлагаем вспомнить несколько таких приятных мгновений. Внимание на экран. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Момент, Ренат Исламович сейчас будет бить пенальти. Внимание! Слушай, да, обманка была. Ренат Исламович, вы где это видели? Я это где-то видел же. Сначала кроссовки улетели, потом футбол. Ай, красава. Что? Как он ухаживал? Расскажите нам. Просто это мастер-класс можно. Ну, там цветы, я не знаю, там на подъемном кране какие-то украшения. Писал там «Я тебя люблю, Света» на асфальте. Нет. Что делал? Нет, все гораздо проще. Ну, во-первых, когда мы познакомились, да, вот Ренат... Я ее целовал и обнимал везде. И в метро, и на улице. Прям сразу. Да нет же! Она говорит, может, неудобно? Я говорю, чего неудобно? Говорю. Расскажите, сколько приводов в милицию за такое поведение? В этом плане меня она физиономия спасает. Узнает все-таки. Не берут в милицию.
Ваши овации, друзья. Ринат Исламұлы өзінің ғыбырын көп сериялы фильм білән шағыштыра иде. Янәсе үткән ғыбырының кинода қараған сыман. Һәм бу сериалда «Балачак» дигән сериясын бик теләп карар идем дия иде. Бәхетле чор. Ул чор белән күрешү өчен күпне бирер идем. Чөнки «Балачак» әнисе белән, авыл белән, табигать белән бәйле. Гаиләләре шактый зур булса да, әнисе бердән-бер якын кеше була. Аның бакыйлыкка китүендә бик авыр кичергән. Тормыш иптәше Светлананы очрату гына аның хәлетен җайлый. Киләсе композиция барлык әниләргә багышлана. Уважаемые гости, у Рената Исламовича были очень близкие и особенные отношения с мамой. И следующая композиция прозвучит специально для матерей. Мы приглашаем на сцену заслуженную артистку Республики Татарстан Розу Хабибуллину. Встречайте. Бергенсің сен меңа, ал нұрын тоңын арыны. Жиғансың сен меңа, бар гүлін даланы. Бергенсің қуанатылар, талпыныр жағымда. Балалық рәхметің жырымда жағалар. Қадірлеп өстірген мені сенің жемішің. Ойының гүл бақша, назлы жел сулашың. Енді бой жетсем де, мен сен асабымын. Көңілің назыларын көзіңнен танимын. Енді бой жетсем де, мен сен асабымын. Көңілің назыларын көзіңнен Ұрышлы сиңа мен әнкәйім алтыным. Сиңа деп ізләдім дүнияның асылын. Ай білән құяшны берем деп ойланым. Үріліп алырға жетмеді бойларым. Қадірлеп өстірген мені сенің жемішің. Бойының гүл бақша, назлы жел сулышың. Енді бой жетсем де, мен сен асабымын. Көңілің назыларын көзіңнен танимын. Енді бой жетсем де, мен сен асабымын. Көңілің назыларын көзіңнен танимын. Оларының барына негіне берейін, бірден бір бөлегім, туғыр жүрегім. Ите көр қуаныңа, риза бол шушыңа. Өзіңе аталған жырымды қушып ал. Қадірлеп өстірген мені сенің жемішің. Бойының гүл бақша,
Бик зур рахмет. Большое спасибо, дорогие друзья. Большое видится на расстоянии. Я думаю, только по прошествии времени мы осознаем в полной мере масштаб личности нашего Рената Исламовича. И я благодарна судьбе за то, что мне посчастливилось быть с ним в доверительных отношениях. Я чувствовала в нем друга, и он видел во мне тоже друга. Об этом говорит даже то, что он как-то он доверил мне вести его свадьбу. Значит, он доверял мне. С какой бы просьбой я к нему не обращалась, он всегда ни одну просьбу никогда не оставлял без внимания. Я доверяла Ренату Исламовичу во всем. И доверяли мои воспитанники, айкайцы, когда нам приходилось выступать на одних и тех же концертных площадках. Он тоже давал им профессиональные советы, поддерживал их, подбадривал. Ренат Исламович был другом не только мне, но и нашей школе, которой я сейчас руковожу, школа номер 1186 имени Мусы Джалиля. Он часто бывал на наших мероприятиях. Вот на кадрах я тоже фотографии видела, где он был на дне знаний. У татар есть высказывание «Киши ките, жира кола». Ренат Исламович, человек уходит, песня остается. Вот Ренат Исламович тоже останется в наших сердцах доброй, светлой, хорошей песней. И Светланы сейчас нет, но вы знаете, я хотела бы пожелать, чтобы ее дети Рената Исламовича, эту песню пели ей в будущем. Бик зур рахмат. Большое спасибо. Роза Хабибуллина. Художникның һәм шагыйрьнең җаны үзенең гыйбарәсен, аннан фикердәшләр таба. Күп очракта Ренат Исламулланың һәм Фәрит Фәрисулланың тормышка, сәнгатькә, мәдәниятка булган карашлары тәңгәл киләләр. Бу турында тулырак итеп ул үзе сөйләячәк. Сәхнәдә Татарстан Республикасының атказанган мәдәният эшлеклесе Фәрит Фәрисулы Фәрисов. Рәхим итегез. Исәмесез тапкыр. Подождите, я хотел, чтобы вы знали, Роза Ханум не просто заслуженная артистка Республики Татарстан. Это, я хочу сказать, меркнет перед тем, как вот недавно Расим Сулейманович был на 25-летии, на юбилее школы 1186. Это лучшая школа. В Москве это однозначно. Татарская школа может претендовать на одну из лучших по ученикам. Давайте поприветствуем еще директора школы 1186 Роза Ханум. Это наше будущее. Вы не представляете, какие там дети. 100% детей поступает в высшие учебные заведения. Единственная школа в Москве, где все население округа пишет жалобы на директора в РАНО, что они не могут попасть в эту школу, потому что нет мест. Роза Ханум, зур рахмат сизге. Ну тогда уж я, пользуясь случаем, приглашаю вас всех 27 ноября на концерт в этом зале. Концерт, посвященный 25-летию нашей школы. Будут выступать наши ученики и я, наши учителя. Спасибо вам большое. Было сначала запланировано то стихотворение, при котором мы начали тесно общаться с Ренатом Исламовичем, но в зале есть еще наши ветераны, которые, создавая этот дом, сделали нашу библиотеку. Чанышева Нурсида Ханум. Встаньте, пожалуйста, мы с вами похлопаем. Вот эта девушка сделала одну из лучших библиотек, но они работали вместе с Анвар Хайдаровичем Чанышевым, героем войны, который рассказывал нам, как он шел в рукопашный бой на Украине, на Днепре. Это незабываемо.
Поэтому лично по ее просьбе мы поменяли стихотворение, и она захотела услышать. И я знаю, что это стихотворение тоже нравилось Ринату Исламовичу, и я сейчас его прочитаю. Ставьте. Здравствуй, дорогая. Ну, наконец-то. Здравствуй, дорогая. Ты, как обычно, заставляешь себя ждать. Причина снова та же или другая? Наряд не можешь снова подобрать. Ну ладно, хватит. Что я разворчался? Старею, что ли? Или с утра не ел? Иди скорее ко мне. Я так разволновался. Обиделась. Прости, я не хотел. Что будем делать? По лесу пройдемся? Или вот здесь на лавке посидим? Устала, видно. Ладно, обойдемся. Присядь, родимая, поговорим. Зачем? Зачем цветов так много принесла мне? Они, наверное, дорогие, как всегда. Когда тебе букеты покупал, я голодным оставался иногда. Но коли ж нынче годовщина нашей свадьбы, то так и быть, давай сюда цветы, тебя по-доброму обнять, поцеловать бы. Но рот мой каменный, и рук давно уж нет, а вместо тела лишь гранитные надгробья. Смотри, противная, мундир гранитный сверкает, подивись. Стою и жду тебя, любимую, в безмолвии. Ты над могилою поплачь и помолись. Поплачешь, сразу станет легче. Смотри, слезинки, как жемчужины горят. От слов твоих душа моя проснется. Молитва, молитва будет душу, я подтверждаю. Это так. А дома не печалься, жизнь прекрасна. Детишкам, сослуживцам, всем салам, привет. Смотри, какой сегодня день. Светлый, ясный, весна, ручьи и яблонь белый цвет. А помирать так неохота было, но мы за Родину. А Родина для нас все вы. Мы – это группа «Вымпел». Мы – батальон «Восток». Спасибо. Большое спасибо, Фарид Фарисович. Накануне 70-летия у Рената Исламовича родился 8-й ребенок, дочь Марьям. В семье Рената и Светланы растут дочери Асылбике, Аишбике, Марьям и сын Атила. 4 взрослых детей у артиста от предыдущих браков. С Божьей помощью надеюсь продолжить это дело, ведь дети – самое большое счастье, говорил Ринат Ибрагимов. Дети – это подарок от Бога. Люби всех детей как своих. Если человек не любит детей, это какой-то ненормальный человек, добавлял Ринат Исламович. Сегодня с нами в зале вся большая семья Рената Исламовича и его старший сын, который, как и отец, стремится связать свою жизнь с музыкой. Уважаемые гости, мы рады вам представить сына Рената Исламовича Ибрагимова, Султана Ибрагимова. Встречайте! Добрый день. Для меня большая честь сейчас стоять здесь на сцене перед вами в этот прекрасный вечер, посвященный памяти моему папе. И хочу выразить большую благодарность всем тем, кто сегодня сюда пришел, почтить память отца и его культурного наследия, которое он оставил. Хочу сказать, что родители, мама, папа подарили мне просто незабываемое, счастливое детство. Окружили меня лаской, любовью,
счастьем, радостью, нежностью. И у нас с отцом было очень много моментов, трепетных моментов, памятных, которые остались у меня в душе. И так получилось, что наша последняя встреча тоже является таким моментом для меня. Мы последний раз виделись у него на студии. Тогда туда я приехал со своим педагогом по вокалу Ларисой Александровной, и мы записали 2 песни. После того, как мы записали 2 песни, папа послушал их, оценил, внес свои какие-то определенные коррективы, советы. И одна из этих 2 песен называлась и называется «Нежность». И сегодня я ее вам спою, и спою ее для папы. Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить, так же падает в садах листва, и куда-то все спешат такси, только пусто на земле сейчас без тебя, а ты летишь, и тебе дарят звезды свою нежность. Может, надо улететь, чтоб знать, сколько в мире алых солнц и лун. Может, надо улететь, чтоб знать, как беспомощна мала земля, но огромна лишь одна земная любовь, и здесь во вселенной меня согревает твоя нежность. Опустела без тебя земля. Если можешь, прилетай скорей. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Султан Ибрагимов. Ринат Исламович считал, что зритель, пришедший на концерт, должен обязательно выйти из зала счастливым. В жизни каждого из нас есть тягостные моменты, и поэтому артисты своим талантом дарят надежду и заряжают этим счастьем. Следующий наш гость заряжает счастьем каждое свое выступление. Он полностью разделяет взгляды Рината Исламовича относительно творчества и семьи. Большой, любящий, талантливый и счастливый, бережно хранящий культуру своего народа. Уважаемые
Дамы и господа, встречайте, на сцене народный артист России Владимир Девятов. Москва златоглавая, звон колоколов, царь пушка державная, аромат пирогов, конфетки, вареночки, словно лебеди саночки. Эй, вы кони залетные, слышен крик саблучка. Помню тройку талую, вспышки дальних зорниц, твою позу усталую, трепет пышных ресниц. Все прошло, все умчалось в невозвратную даль, ничего не осталось, лишь тоска да печаль. Крик саблучка, гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные, грациозно сбивают рыхлый снег с каблучка. Москва златоглавая, звон колоколов, царь пушка державная, аромат пирогов, конфетки, вареночки, словно лебеди саночки. Эй, вы кони залетные, слышен крик саблучка. Грациозно сбивают рыхлый снег с каблучка. Конфетки, вареночки, словно лебеди саночки. Эй, вы кони залетные, слышен крик саблучка. Гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные, грациозно сбивают рыхлый снег с каблучка. Спасибо, спасибо. Я буквально 2 минуты у вас займу. Если честно, я узнал Рената как исполнителя, как певца, будучи еще маленьким мальчиком из телевизионных программ. Это было так давно, что даже страшно называть эту цифру. Но все дело в том, что уже тогда, а мне было лет, наверное, 14, он произвел на меня совершенно неизгладимое впечатление. Ну, конечно, голос и, конечно, его внешность. Он как-то отличался невероятной красотой, которая от него исходила даже через телевизор. И уже потом, через много лет, когда я стал профессионально работать на сцене, мы часто, очень часто переодевались в одной гримерке и болтали, прежде чем выходить на сцену,
садились, пили чай. И несмотря на то, что мы разного вероисповедания, несмотря на то, что мы разной национальности, у нас было очень и очень многое одинаковое. Ну, во-первых, мы много раз поженились, во-вторых, мы, скажем так, имеем множество детей в разных углах нашей великой Родины. Поэтому мы с ним цеплялись языком, и он мне рассказывал, и я ему рассказывал. Но он меня опередил. Я ему всегда говорил: Ренат, ты молодец, ты впереди, у тебя больше. Больше, чем у меня. К сожалению, наша последняя встреча была буквально вот за 5 дней до его ухода. Это было в Подольске, на концерте, посвященном 9 мая. Мы, как всегда, в одной гримерке. Он уже выступил, а я только приехал. Вот. Знаете, он сидел, пил чай. Я понимаю, что артист после выступления, да еще было холодно, так как-то ветрено, но он всегда был в позитиве. Мы подкалывали друг другу, а здесь он был какой-то грустный. И я для себя подумал, ну, наверное, у него много работы. Наверное, он устал просто. Мы обнялись, пожелали друг другу всего самого хорошего. И это была наша последняя встреча на этой земле. Конечно, я его помню. Конечно, я по-своему, по-православному молюсь за его душу. Мы все грешны на земле этой, это понятное дело. Но он был замечательный человек, который стрелял вот сюда. Я его помню. Спасибо. Большое спасибо, Владимир Девятов. Уважаемые гости, если соблаговолит Всевышний, то впереди нас ждут еще много-много встреч. Сегодня мы знаем, что Ренат Исламович всегда рядом с нами и всегда нас ждет на своих концертах. Внимание на экран. Достарым, мен сезне көтәм. Мен анда зур концертны куям. Һәм төрле сез яраткан җырларны безгә җырларбыз. Татарча, русча, инглизчә, итальянча. Мен сезне көтәм. Сау булыгыз. Творческий путь Рената Исламовича наполнен яркими встречами и талантливыми людьми. С кем он творил, создавал музыкальные, социальные, образовательные проекты. За много лет они стали частью его большой семьи. Речь идет о бессменном директоре Рената Исламовича Александре Яковлеве, коллегах по компании iPro Show, генеральном продюсере Ренате Серазиеве и исполнительном продюсере Азате Галямшине, звукорежиссере Ильдаре Газизуллине. И все эти овации звучат в ваш адрес. Все они приняли активное участие в подготовке сегодняшнего вечера памяти. Большую благодарность выражает семья Рената Ибрагимова, автономии татар Москвы и Татарскому культурному центру за возможность проведения сегодняшнего вечера памяти в знаковом месте для татар Москвы. Спасибо вам огромное! Уважаемые гости, на этом наш вечер постепенно приближается к концу, и я с удовольствием приглашаю на эту сцену семью Рената Ибрагимова, детей и супругу Светлану. Прошу вас, встречайте. Уважаемые дамы и господа, давайте встретим аплодисментами большую дружную семью Рената Исламовича.
Светланы и Аю. Если можно. Уважаемые гости, мы ожидаем на этой сцене Султана. Встречайте, прошу вас. Посмотрите, как все они похожи на моего мужа. Клонировали. Я очень благодарна Всевышнему за мою встречу с моим необыкновенным, удивительным супругом. Он подарил мне 15 лет рая, земного рая. Я ему очень благодарна. Также я хочу выразить благодарность огромную Ахмедшину Равиль Кулимулычу. Большое ему спасибо его команде за все, что он сделал для нашей семьи. Этого вечера бы не состоялся, если бы не Фарид Фаридович Фарисов, председатель Татарской культурной автономии. Это правда. Этот вечер памяти был подготовлен меньше, чем за месяц. Вот поэтому огромное спасибо всей его команде, режиссеру Эльмире, девочкам, которые принимали участие, мальчикам, команде Рената Ибрагимова. Вот я сейчас волнуюсь, забываю фамилии и имена. Всем вам огромное большое спасибо. Всем вам, друзьям, знакомым, любителям творчества моего мужа. Всем вам большое спасибо. Сказать. Если честно, я не ожидала, что сегодня сюда попаду на сцену. Хотела бы тоже всех поблагодарить. Большое спасибо, что вы пришли. И большое спасибо за вообще этот концерт, что это получилось все-таки сделать. Потому что, конечно, это классно. Классно, что папы нет, но память, она живет, действительно продолжается. И папа с нами таким образом. Я еще раз всех поблагодарю за то, что все пришли сегодня, и спасибо за то, что послушали мое выступление, послушали выступления всех других артистов. Спасибо вам. И если можно, всю команду, Эльмирочка, выходи сюда. Так. Фарид Фарисович, можно вас на сцену? Я сейчас подойду, вы пока вы говорите. Говорите. Светлана. Они стесняются. Я хочу сказать только одно. То, что мы всегда любили, любим и будем любить нашего папу. Уважаемые гости, давайте еще раз поблагодарим эту очаровательную семью и всех пришедших сегодня на этот чудесный вечер. Подождите. Сейчас вы закончите. Мы еще 3 секунды. Эльмира, выйди, пожалуйста. Да, Эльмирочка, просим. Эльмира, выйди. У нас формат такой неофициальный, такой хороший формат. Эльмира, большое тебе спасибо. Светлана, я видел, как вы выходили, как вы плакали, как... Получился. Большое спасибо, Эльмир, вашей команде. Большое спасибо Равиль Калимулычу, Ахмедшину. Большое спасибо, Расим Сулейманович. Вечер бы не был таким искренним, душевным без вас. Это давайте Расим Сулеймановичу аплодисменты, пожалуйста. Это наша легенда. Большое спасибо. Я утверждаю устами и твердо верю в эту душу. Это действительно так. Фузия Ханум, вам спасибо, потому что каждый мужчина выглядит и мужественный настолько, насколько его супруга. Поэтому вы яркое отражение. Нарзида Ханум, вас это тоже касается. Светлана, дорогая, большое спасибо, что вот такой формат позволило сделать. Действительно у нас получилось. Но, я еще раз говорю, при всех здесь цвет московской общины. Сейчас, секундочку, я тебе вручу цветы.
Ваши овации, уважаемые гости. И будет, в общем-то, неполным, если вот есть люди, которые попросили их не называть, но я без их разрешения назову и попрошу их хотя бы просто привстать. Они попросили даже тебе не говорить, но они, участники этого вечера, всегда подставляют, и мы надеемся, в будущем всегда будут подставлять свое крепкое плечо. Делавер, встаньте, пожалуйста. Делавер, встаньте. Это руководитель департамента крымских татар культурно-национальной автономии. Подарки, которые здесь есть, всегда приглашение. Это вот он, представитель крымских татар, очень давно с нами работает, бок о бок. Большое тебе спасибо. Дай Аллах тебе здоровья и твоим землякам. Ну, как бы он всегда говорит, что у татар мужчина в доме хозяин. Как жена говорит, так он и делает. Поднимите руки, если у кого-то это не так. Никто не... Так, я хотел бы еще назвать Тимура Юсупова. Тимур. Тимур. Встаньте, пожалуйста. Тимур. Тимур Юсупов. Ну встаньте, неудобно, вы что? Ладно. Это человек, который всегда остается в тени. Здесь много мероприятий, которые проходили, он всегда помогает. И в этот раз он остался, в общем-то, не хочет, чтобы вы видели, но я его еще покажу. Так, конечно же, это Наиля Шамиева, это, конечно, Наиля Акмаева. Наиля, встаньте, пожалуйста. Это яркий представитель. И, конечно же, Назиф Музагиданович, встаньте, пожалуйста. Американов, который вырастил такую девочку. Здесь находится человек, который всегда помогал культурно-национальной автономии. Это, конечно же, АЗС «Запад», Татнефть. Это Шамиль Низамединов. Встаньте, пожалуйста, Шамильчик. Он с очаровательной супругой пришел, представляет здесь Татнефть. Также, пожалуйста, передайте большое спасибо Маганову Наилю Ильфатовичу, чтобы он передал большое спасибо своему руководителю Миниханову Рустаму Нургалиевичу. Успокоились? Светлана, тебе слово. Еще раз, говори от души, пожалуйста. Фарид Фаридович, я вот забыла представить друга, любимого друга Рената, Махсуна Анатолия Нахимовича. Встаньте, пожалуйста. Аплодисменты. Доктор с мировым именем, мировой онколог, профессор, доктор наук. Спасибо вам большое за то, что пришли. Уважаемые гости. Подожди. Вечер, по-моему, удался. Тот формат, который мы хотели. И мы бы хотели разрешение, вот здесь цвет нашей московской общины, хотели попросить, может быть, следующий год мы здесь, в Татарском культурном центре Милишуре, объявим, что мы проводим год Рената Исламовича Ибрагимова весь следующий год. И все-таки проведем одно из ярчайших мероприятий. Поднимая его, мы поднимаемся сами. Если вы поддерживаете, то, пожалуйста, аплодисментами. Светлана, вам слово. Завершайте. Спасибо всем большое. Спасибо огромное. Уважаемые гости, мы надеемся, что сегодня вы провели этот вечер самыми чистыми, самыми добрыми эмоциями. Мы желаем, чтобы в ваших домах было всегда тепло и уютно, ровно так же, как в семье, как в дома у Рената Исламовича. И пусть каждый из вас будет счастлив, и пускай нас сопровождают такие встречи из года в год. Я думаю, что эту инициативу Фарид Фаридовича поддержат с лихвой. Ну что ж, уважаемые гости, всего вам доброго. До скорого.